Добрый вечер. В эфире региональные вести. В студии Лариса Шамаева. Главные события вторника. Подарок к празднику. В Весеитовском районе сдан в эксплуатацию новый квартал таунхаусов. Рамзан Кадыров лично передал ключи новоселам. Новые дороги, мосты и жилье. Активно ведется соков фасадов, что придает объектам их будущий архитектурный облик. Глава региона посетил с инспекцией строительной площадки Грозного. Триумф чеченского борца. Представитель клуба «Ахмат» завоевал золото первенства Европы в Сербии. Об еще одной яркой победе в нашем выпуске. В столице состоялось событие, которое станет для 200 семей началом новой главы жизни. Рамзан Кадыров лично принял участие в открытии нового жилого комплекса в Весеитовском районе Грозного и передал ключи новоселам. Накануне священного праздника Аид Аль-Фитр нуждающиеся семьи получили просторные таунхаусы с собственной территорией и парковкой. Как встретили первых жильцов в новом микрорайоне? Репортаж Медины Мударовой. А для Кисы Тайсумовой сегодняшний день один из самых счастливых. Совсем скоро она вместе с семьей из 10 человек переедет в новый, а главное, просторный дом. На протяжении 7 лет женщина проживала в аварийном жилье. Раньше о таких условиях она могла только мечтать. Теперь не может сдержать слезы радости. Условия вообще я Рамзан док баркал эрдерас дел рейс холилсон везде Разделить счастье новоселов прибыли официальные лица. В торжественной церемонии принял участие глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров вместе с соратниками. Градоначальник Асмагомед Кадыров отметил, что этот проект – очередное доказательство огромного вклада главы региона в процветание республики и заботу о ее жителях. С особой признательностью отмечаю выдающийся вклад главы Чеченской Республики, героя России Рамзана Ахматовича Кадырова. Под его руководством республика уверенно развивается, строятся новые города и районы, а благополучие и достойная жизнь людей остается главным приоритетом государственной политики. Сердечно поздравляю всех с обретением собственного жилья. Пусть в ваших домах всегда царит мир и благополучие. Ахмад сила, Аллаху Акбар. Рамзан Кадыров, в свою очередь, подчеркнул, что за максимально сжатые сроки была проведена огромная работа. Задача состояла в том, чтобы построить жилье для тех, кто в этом особенно нуждался. Списки формировались тщательно. Это семьи участников специальной военной операции, многодетные семьи и те, кто оказался в трудной жизненной ситуации. Shibadon, Tanahaus is on them is at the Duchmadas, the Chilon, Kaisha, Gadami Hanis, Alcaswan was the Nescamis so long. Shabish, Nachchubotabu, Chubosh, Real Niskinas, Dukish, Uchasnik, Esro, Don, Amadaji, Salah, the Roach and Dakadan both, Edward, Ugri, Nujdash, Rastabin, Chuboy, and Busadon, Uzbi, right now as his way, Marabuch, Yakbush, Yadosh, Don, Aidendosh, Idanis, the Don, is a dog, so Dumasat, when first in that's a husband, that's it. We must have been more boys and that way. She booked what rate and mother headway. Don yellow illusion don. Media zoe don. Shoot on Mercedes on. They were mother would check your back and don't shoot my on the shoulder do it. How the object is a lot of work, but. Долгожданный момент. Руководитель субъекта лично передал ключи и документы на жилье новым владельцам. Всего в рамках проекта, реализованного за счет регионального общественного фонда имени Ахмата Хаджи Кадырова, построено 200 таунхаусов. От регионального общественного фонда имени первого президента Чеченской Республики, героя России Ахмата Хаджи Кадырова, вручаются документы от таунхаусов Мусаеву Борису Умархаджиевичу, Насаеву Адрахману Саидовичу,
Байсумовой Кильсе Ахьядовне. После официальной части Рамзан Кадыров вместе с соратниками осмотрел новые комфортные дома. Первый этаж – зал, кухня, второй этаж – зал, детский. Площадь каждого такого дома 125 квадратных метров. 2 этажа, 4 просторные комнаты. Здесь легко сможет разместиться большая семья. Но главное, что будущим жильцам не придется думать о бытовых проблемах. Газ, вода, электричество – все проведено и подключено. Параллельно с домами благоустроена и прилегающая территория. Проложены новые дороги, установлено освещение и парковые зоны. Жители не скрывают своего восторга, в том числе и Борис Мусаев. Он уже успел осмотреть свой дом. Рамзана Кадырова встречали и провожали восторженными возгласами. Люди искренне благодарили главу региона за новую жизнь, которая начнется в этих стенах совсем скоро. Рядом с домом разместилась детская и спортивная площадка. Ребята сразу же приступили к осмотру. Некоторые пришли даже с соседних улиц испробовать новое футбольное поле и побегать с мячом. Мне очень понравилась площадка. Теперь здесь у нас футбольное поле. Мы будем с друзьями играть каждый день. Та площадка уже непригодна была. Вот это ничего не будет, вылетать мячик, не будет уходить. Все, дети теперь могут спокойно играть себе. Коттедж тоже очень хороший сделали. Все это начало большой истории 200 семей. Грозный продолжает расти и преображаться, доказывая, что каждый житель находится под вниманием руководства субъекта. Аварийное состояние дол домашнего, аж истённый квартирка лилш, чакдайла, тахан чоухас кахилат хонах, ма безыч мархабата дал обл саадой лизандел. Вай пача Рамзана иштвай мехкнан амануин несивна дерес хилил массарна визандел. Рамзан Ахмадович, дерес Ахмад сила! Медина Мутарова, Мовсар Хаджиев, Ислам Нацуров и Магомед Ахматов. Вести, Чеченская Республика. Развитие Грозного не останавливается ни на день, и каждый крупный объект республики находится под личным контролем главы региона. Рамзан Кадыров проверил, как реализуются ключевые инфраструктурные проекты столицы. Его сопровождали первый заместитель председателя правительства и мэр Грозного. Подробнее об инспекции и о темпах строительства в сюжете Рабиат Гайтиевой. Совсем скоро в столице республики появятся 2 многоуровневые дорожные развязки на пересечении проспекта Назарбаева и Старопромысловского шоссе. Инспекция главы региона по ключевым столичным стройплощадкам начинается именно с этого важного объекта. Первый заместитель председателя правительства, министр автомобильных дорог Иса Тумхаджиев и мэр Грозного Хасмагомед Кадыров доложили о том, как проходят строительные работы.
Ja, det var avstängningen. Vi kan göra det mycket precis så. Och nästa zabin då jag hade en gör det men jag hade det kriminalitet då så ner lillus då. Aber det skulle ja. Satsa vi så. Alltså sanna och ja, alltså bara. هذا برنامج رمضان أخوات الإسلام دو وقتيات ودو تكتات وقدون دام عيل بروشين هل يخشى ريال غلوشو الله ما شاء الله سيرجع هذا أقول أبشدون 5 كيلومتر يو جو сложный конструкция шла 3 ярусный да бог шаид коммуникация что он первый очередь 30 шаид это просто не Мусульман должен сразу дышать, когда смотришь дал три, там больше. Бохча, техника, мусульман. А он ходит, он должен что-то ходить, как проблема, а он дал ребята табличку, он деревья, дал поход. Второй этап всегда был мост або валуешь да машин до даш слева гуште шлюш халдер там был лониш подсистем дай волена был штаболена он Воль воздать. Пошанд последний этаж шлю подсистем дай волена по анарам. Основные этапы асфальтирования уже выполнены. В ближайшее время начнется укладка финального слоя покрытия. Сейчас специалисты завершают облицовку металлокерамикой. Материал устойчивый к износу и погодным условиям. Конечная опора вот здесь у нас получается. Дальше продолжение опорной стены. То есть это получается съезд с путепровода. И с этой стороны тоже мы вот начинаем как раз таки заливку бетона. Тоже вот аналогичного путепровода и точно таких же подопорных стен. Продолжая инспекцию, Рамзан Кадыров провел очередной осмотр строящихся линий района имени Владимира Путина. Мэр столицы подробно доложил о ходе работ на данный момент. улица церковь был мужчина между был هر إشاء مست حضو شلون تقولوا مجلس سيدنا هردي هر مجلس هر قستي نتسو مجلس فساد مرامرني полный заказательно до конца этого месяца окончили шутчу ремонт аюлу хока бульвара юшо материал шайк заказательно первую погочи омаеллана душатка шайк материал вайдилу ю церковью ши мجلس бульвара ойду халер бачада лазу пободу цунцарабу Куда? Hoş bulduk. Sana hoş olsun. Bol. Stok şeş beş batır bu. Ama sekurata bu var. Ay falan bin hoş. Hani. Bu bir mi bir? It's a go. Bu bir mi bir? Ah, bir. Новый район площадью 260 гектаров – это самый перспективный и современный уголок города. На данный момент идут работы по возведению 2-й и 3-й линии домов. Рабочие трудятся с полной самоотдачей. В настоящее время строительные работы вышли на завершающую стадию возведения железобетонных каркасов зданий. Параллельно активно ведется ссылка фасадов, что придает объектам их будущий архитектурный облик. В строительстве используются энергоэффективные технологии и экологичные материалы. Преображение и расширение города без сомнений идет очень быстро и в ногу со временем. В настоящее время у нас в стадии завершения монолитные работы, ведутся кладочные работы, более 60% работ уже выполнены. Также одновременно ведутся фасадные работы, начаты. По завершению строительных работ, я думаю, жители данных домов будут рады жить в одном из элитных домов данного района. Возводимые жилые комплексы, мечети и объекты социальной инфраструктуры сделают район самодостаточным и удобным для жизни. Уже в этом году планируется полностью завершить строительство 2-й линии района. Рабиат Гайтиева, Ислам Нацуров, Сейд Селим Ампукаев. При поддержке пресс-службы главы и правительства региона Вести, Чеченская Республика.
Очередная группа добровольцев отправилась в зону проведения специальной военной операции. В аэропорту Грозного защитники Родины собрались в полном обмундировании. Провожая воинов, председатель правительства Чеченской Республики Магомед Даудов отметил важность каждого из них. По его словам, благодаря сплоченности они выполняют самые ответственные задачи, эффективно действуют против представителей киевского режима. Всестороннюю поддержку для успешного выполнения поступающих приказов оказывает региональный общественный фонд имени Героя России Ахмата Хаджи Кадырова. По приказу Верховного Главнокомандующего нашего президента Владимира Владимировича Путина еженедельно с аэропорта Грозного отправляем наших дорогих братьев, бойцов легендарного спецназа «Ахмат» в зону проведения СВО. Бойцы, среди вас есть и те, которые по нескольку раз уже отправляетесь в зону специальной военной операции для выполнения воинского долга. Долга гражданина, долг воина. Это мы с вами знаем прекрасно. Прежде всего, охранять, защищать свою страну, свой народ, свои обычаи, традиции от тех, кто сегодня под разными вывесками, лозунгами объединились против нашей страны, против нашей державы Великой России. Бойцы, как я и сказал, среди вас есть те, которые уже по нескольку раз отправляетесь. Большинство из вас уже знаете, что такое боевое братство, поддержка друг друга и, конечно, выполнение поставленной задачи. Я вам желаю, чтобы вы, во-первых, выполнили ту задачу и ту миссию, которую вы взяли на себя как воины. И, конечно же, желаем, чтобы вы все вернулись домой живыми и здоровыми к своим семьям, к своим родителям. Низкий поклон вашим родителям, которые воспитали таких воинов, сынов. Бойцы, от вашего имени я хочу поблагодарить общественный фонд имени первого президента Чеченской Республики и Героя России Ахмата Хаджи Кадырова, который с начала проведения СВО помогает нам, бойцам, спецназу «Ахмат», а также другим структурным подразделениям из республики, да и не только из республики, всем тем нашим бойцам, воинам, которые исполняют свой воинский долг. Региональный общественный фонд имени Героя России Ахмата Хаджи Кадырова в очередной раз проводит масштабную продовольственную акцию в секторе Газа. На протяжении всего месяца Рамадан жители палаточных лагерей в северной части Газа регулярно получают горячее питание. Координацию гуманитарной инициативы осуществляет помощник главы секретарь Совета безопасности Чеченской Республики Адам Кадыров. Страдающий народ выражает огромную благодарность руководству субъекта за регулярную помощь в это тяжелое для них время. Такая помощь позволяет обеспечить тысячи постящихся и нуждающихся полноценными рационами еды. Во имя Аллаха, хвала Всевышнему, мир и милость посланнику Аллаха. Каждый день непрерывно мы заняты делом из одной мечети в другую. В 23-ю ночь последних 10 дней и ночей Рамадана мы, по милости Аллаха, начали готовить порции для сухура прихожанам мечети Аль-Фуркан на севере Газы, которые проводят там ночи в Иктикафе. Акция осуществляется при непосредственной поддержке благородного чеченского народа. Просим благословения от Аллаха всему чеченскому народу, да пополнит Всевышний весы их богоугодных дел. Выражаем благодарность чеченскому народу за эти дары. Да вознаградит вас Всевышний. Еще одна победа в копилку чеченского спорта. Наш борец Имам Алиев завоевал золотую медаль на первенстве Европы Ю-23, которое завершилось в Сербии. Воспитанник борцовского клуба «Ахмат» выступал в категории 87 килограммов и в финале уверенно одолел соперника из Франции. Как отметили в республиканском Минспорта, эта победа – очередное подтверждение высокого мастерства и уровня подготовки наших спортсменов на международной арене. Турпал Тайсумов подробнее. Эти моменты олицетворяют талант и написание истории. Представитель республиканского борцовского клуба «Ахмат» Имам Алиев стал победителем первенства Европы по греко-римской борьбе в весовой категории до 87 килограмм. В финальной схватке он одолел грузина, выступавшего за Францию. Гордо взяв в руки российский флаг, вышел к зрителям на чествование своей победы в ходе церемонии награждения. В родных местах его с теплотой встретили друзья, родственники, а также команда Федерации греко-римской спортивной борьбы с тренерским штабом.
Как поделился с нами победитель первенства, бороться было тяжело только в стартовой схватке против другого чемпиона, а после стало значительно легче и увереннее. Это, по его словам, и позволило занять верхнюю ступень пьедестала вместе с поддержкой руководства региона, за что он выразил отдельную благодарность. На чемпионате Европы чудик настроены, чудик подготовки на первый схватка уже сначала самый дик соперник, сразу первый схватка хочу чемпион Европы, но настрой дикерой, так что в какой стадии с кем выходить особо разницы. За золотом ехал, дик настроится один. Первый схватка дальше уже с украинцем. Украинец досрочно выиграл полуфинал, мял халер, норвежец, но тоже настроился и добрать получил в финале Гурджиор за Францию, досрочно выиграл на туше. Хузац обычно по 1-2 тренировки, а так на сборах стабильно, уверен заряд, 2 тренировки в день по расписанию графика уж полбухов. Рамзан Ахмадович Андерезхил, сидит, он сагатарна, он поддержкерна, морально, духовно всегда поддерживает. Зал еще одни из самых больших, самых лучших залов в России. Андерезхил сагатер, заметно, выигрывает друг. Центр спортивной борьбы имени легендарного Булайса Сайтиева воспитывает будущих покорителей спортивного Олимпа. Как поделился с нами главный тренер сборной Чеченской Республики по греко-римской дисциплине Молди Амаев, дальнейшая подготовка команды заключается в успешном выступлении на Северо-Кавказском федеральном округе и всероссийских соревнованиях. Хотелось сказать отдельное спасибо имаму, тренерскому коллективу, выразить большую благодарность руководству нашей республики Рамзану Ахматовичу, президенту федерации и всем, кто помогает нам в этом нелегкой работе. У нас через неделю будет чемпионат Чеченской Республики по греко-римской борьбе, а потом через месяц у нас же здесь же в центре Булайса Сайтиева будет проходить чемпионат Северо-Кавказского федерального округа отбором на чемпионат России, который будет проходить в конце мая. На прошедшем турнире в Сербии представители Чеченской Республики всего одержали 5 побед и заняли 5 призовых мест, что, безусловно, является прекрасным результатом. Любой чемпион начинает свою карьеру с первого выхода на ковер. Спортивные условия, созданные в нашем регионе, позволяют тренироваться с полной самоотдачей и, как следствие, приносить медали в копилку сборной. Торп, Лолита Исомов, Сайтамин Мусаев, Вести, Чеченская Республика. На этом у меня все. Еще больше новостей вы можете узнать на наших аккаунтах в социальных сетях и в приложении «Смотрим». С вами была Лариса Шамаева. До новых встреч в эфире.